1933 году мы не верили, что у нас заберут правобережную часть Владикавказа. В 1934 мы не верили, что уберут ингушскую автономию. В 1944 мы даже не могли представить, что депортируют весь народ. В 1992 не могли поверить, что могут организовать этническую чистку. В 2018 году мы не могли себе даже представить, что власть осмелится передать ингушские земли. А сегодня у них выпал абзац из закона о референдуме, лишающий народ Ингушетии права определять свою судьбу. С такими боярами мы скоро лишимся своей республики. Пришло время опомниться. Наша власть не представляет интересы народа, а только личные интересы обогащения. Клановый криминал, коррупция, низкий уровень медицинского обслуживания, наркомания. И вы готовы 6 лет жить в ожидании нового политического предательства? Это все на фоне крупнейшей аферы в Ингушетии с безработицей. Более 60 тысяч людей зачислены на работу без их ведома в ГУПах Ингушетии. И схемы разворовывания федеральных средств привели к тому, что Ингушетия повязла в долгах перед федеральным центром на 6 миллиардов рублей. Доказательство этого инвестиционный проект для разворовывания федеральных средств. Стекольный завод, завод по производству энергосберегающих ламп, инвестиционные производственные площадки, туристические кластеры, консервный завод, швейная фабрика, мукомольный завод, картонажная фабрика. Упрямство и нежелание слушать свой народ в земельном споре Чеченская республика привело к ухудшению взаимоотношений между соседними республиками, полная потеря доверия народа к президенту. Хотя прекрасный пример показала Республика Дагестан, как надо решать земельный вопрос, создав комиссию по сопредельным территориям. Люди, которые разворовали деньги на строительство соборной мечети, не боятся Аллаха. Поистину, Аллах не меняет положение людей, пока они не изменятся сами. Наше спасение — перестать быть свидетелями воровства, предательства своего народа. Мать халифа Гранады сказала сыну, который плакал, потеряв город: не оплакивай как женщина то, что не можешь защитить как мужчина. Надеюсь, нам не придется оплакивать как женщины потери своей республики. 26 марта состоится митинг.